самого начала пандемии, несмотря на карантин, сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании работают без выходных. Что бы в стране ни происходило, для корреспондента важно быть на месте событий и своевременно рассказать об этом. Журналисты в период пандемии оказались в особой зоне риска заражения коронавирусом. За это время заболели 17 сотрудников АГТРК. Наши корреспонденты, наши журналисты, ведущие, операторы, они все работают с обществом, работают с людьми, они контактируют тесно с различного рода людьми и так далее. Поэтому понятно, что здесь, так скажем так, очаг инфекции начался тоже вот где-то в сентябре, наверное, у нас появились первые заболевшие. И у нас с этого времени начались очень большие проблемы, потому что творческий коллектив и технический вот коллектив, да, вот костяк наш, который делает эфир, когда несколько человек хотя бы, скажем, да, на каком-то этапе одновременно заболели, и люди, которые контактировали с ними, другие наши сотрудники уходят на самоизоляцию, получается, что вот это творческое поле, на котором мы находимся, теряет свои главные ресурсы. И, конечно, вначале нам было просто страшновато, мы боялись сорвать эфир каким-то образом, не знаю, какая-то сила нам все же помогает, и мы просто, наверное, понимаем все-таки ответственность перед обществом. Вначале даже у врачей был некий страх, вот, да, когда мы заявили о том, что у нас появились заболевшие, и даже нам предложили вообще как бы закрыть телевидение. Оператор видеомонтажа редакции «Щичибзеп Сентула» Миранда Шони – одна из тех, кто заболел коронавирусом. Сейчас она здорова и уже приступила к работе. У меня вот горло начало болеть, потом вот суставы. Первый день 37 температура поднялась. 2 дня, в принципе, у меня держалась 37 температура, а потом слабость, ужасная слабость. Температуры больше не было. На 4-й день, да, взяли ПЦР, и через день уже я знала, что у меня положительный результат. Знаете как, сказать, что это в легкой форме, не совсем так. Просто я не задыхалась, а так у меня была ужасная слабость. Почти 2 недели я лежала практически. Я изолировалась от всех. Мои домашние никто не заболел. Я лежала в отдельной комнате. Как бы вот так, дверь открывали, ставили еду. Я забирала как-то вот так мы. Но никто не заболел лично от меня. Практически месяц я лежала в комнате. У меня 2 раза положительный тест был. Мы лечились дома, мы все время были на связи с врачами, делали рентген. Месяц уже, как я вышла на работу, но все равно, знаете, вот какая-то слабость есть все равно. Главное, знаете, что главное не паниковать в этой ситуации, надо держаться, и все будет хорошо. В числе тех, кто переболел коронавирусом, и режиссер выпуска Амшикшара Фарида Джопуа. Изначально она лечилась дома, но в дальнейшем течение болезни ухудшилось, и Фарида была госпитализирована в Гудаутский ковид-центр. К счастью, лечение прошло успешно, и сегодня Фарида снова в строю на рабочем месте. Однако многие заболевшие сотрудники телерадиокомпаний все еще находятся на самоизоляции. С некоторыми из них нам удалось связаться по телефону. Ведущая тематических программ Сария Циквитания рассказала о первых симптомах болезни. Началось все с того, что вот первые симптомы это были жуткие головные боли и изнурительная усталость. Дня 2-3. Потом в один из дней к вечеру резко у меня поднялась температура 38,5. Ну и держалась где-то день. Потом благодаря лекарствам сбили до 37. И вот температура в общей сложности у меня держалась первые 3 дня. Вот эти первые пару дней было жутко, а дальше уже состояние стабильное. То есть усталость, сонливость и полная потеря обоняния сохранялась, конечно. Вот буквально пару дней назад ко мне вернулось обоняние. Но считается, что я в легкой форме болею. Перед болезнью Сария готовила новый проект, но его пришлось отложить. И когда я слегла, это было единственное, что меня заботило, так как омрачал тот факт, что я пару съемок провела, то есть
Пол работы почти уже было сделано, но тут неожиданно нагрянул коронавирус. Я, конечно, очень надеюсь, что в скором времени удастся выйти на работу и заняться любимым делом. Немало новых проектов было отложено и руководством АГТРК во избежание заражения сотрудников коронавирусной инфекцией. В настоящее время делать какие-то большие студийные передачи мы не можем, конечно, из-за ограничительных мер и из-за понимания, что эти студийные записи в конечном итоге ничего хорошего нашим сотрудникам не приносят, потому что каждый раз кто-то заболевает. И поэтому мы ограничиваем себя. И, конечно же, в какой-то мере мы обделяем сегодня зрителя, который хотел бы какие-то очень большие студийные передачи. Но я думаю, что все это впереди. А сейчас просто нам всем вместе надо выдержать ситуацию. Мне кажется, что в коллективе есть понимание того, что мы должны заменять друг друга, помогать друг другу, и в конечном итоге мы выстоим. За это время журналистами абхазского телевидения был сделан не один материал из Гудаутского госпиталя, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. Корреспонденты часто посещают и Сухумскую инфекционную больницу, где делают ПЦР-диагностику. А журналист Нала Мукба и оператор Тимур Гугохе привезли материал прямо из красной зоны Гудаутского ковид-центра. Пока мы все еще находимся в чистой зоне, вот красная зона на шаге от нас, здесь уже реанимационные палаты. Я вот не представляю, в этом костюме сейчас всего минут 5, как люди в этом костюме не просто передвигаются, но и какую-то помощь могут оказывать людям. Вот для меня остается загадкой. Я надеюсь, выдержу в течение часа, чтобы могла рассказать вам о том, что там за красной зоной происходит. В условиях пандемии коронавируса на первой линии борьбы с болезнью находятся наши медики. Врачи помогают согражданам справиться с вирусом, рискуя своим здоровьем и жизнью. В такой сложный для страны и народа период каждый может внести свой посильный вклад. А свою задачу мы видим в том, чтобы рассказать, насколько опасен коронавирус, и показать усилия врачей без сна и отдыха, спасающих людей. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.